Здравствуйте! В эфире новости на телеканале Тува-24. В студии Алдын Казбуян и сегодня в выпуске. Минусинский лесной пожар на территории Тувы не перешел, но в регионе без этого десятки очагов возгорания. Тува встретила праздник весны труда. Репортаж с парада шествия 1 мая. В Тувинской государственной филармонии дал концерт народный артист России Михаил Воскресенский. Выступление прошло в рамках школы Лундстромов. Расскажем о турнире по карате в поддержку спецоперации. Пожарные силы Юго-Красноярского края продолжают ликвидировать пожар в районе Минусинска. По трассе Р-257 на несколько часов было ограничено движение автомобильного транспорта. В настоящий момент дорога открыта. Тем временем в Туве действует особый противопожарный режим. Также 2 мая в селе Чалкежик Чедихольского района при сжигании сухой растительности на территории частного домовладения погиб мужчина 46-го года рождения. Прибывшая добровольная пожарная команда ликвидировала пожар на площади 92 квадратных метра. Подразделение беспилотной авиации МЧС России совместно с пожарными инспекторами продолжает следить за соблюдением особого противопожарного режима. В период майских выходных за сжигание сухой растительности оштрафовано 10 граждан. Из-за установления на территории Республики Тыва сухой и ветреной погоды сжигание сухой растительности с большой вероятностью приведет к масштабным последствиям. Мы обращаемся к населению с просьбой проявить гражданскую ответственность. Примеры небрежного отношения к пожарной безопасности уже привели к масштабным лесным пожарам в Минусинском районе Красноярского края. Пожары угрожали населенным пунктам в Хакасии. Наши пожарные подразделения с десяток раз препятствовали огню от сухой травы перекинуться на жилые постройки в районе ипподрома города Кызыла или в обережных дачных обществах. 3 мая в Байтайгинском районе Тувы во время туристического похода в горную расщелину с глубоким снегом провалились 2 человека. При спуске упал помощник руководителя туристической группы и школьник 14 лет. В данной успешной спасательной операции надо отметить сплоченную командную работу сотрудников МЧС России, врачей санавиации Республики Тыва, а также огромная помощь оказана альпинистами туристического агентства города Красноярск, которые первыми, прибыв на место, спустили пострадавших с горы и в дальнейшем передали спасателям. Врачами на месте была оказана специализированная медицинская помощь пострадавшим. В Кызыле прошел парад в честь 1 мая. В шествии на центральной площади приняли участие более 3000 человек. Тему продолжит Инна Клоян. В праздник весны и труда трудовые коллективы шествуют после 2-летнего перерыва. Глава Тувы Владислав Хавалык отметил, что этот день считается особенным праздником, который объединяет людей разных поколений. День весны и труда дорог каждому, кто любит свое дело и своим трудом вносит большой вклад в развитие нашей великой Родины. Мы прославляли и всегда будем прославлять наших тружеников, дорогие земляки. На вашем всемирном созидательном труде, мастерстве и профессионализме держалась и держится наша Тува. Поздравляю вас с праздником 1 мая. От всей души желаю крепкого здоровья, мира и благополучия. С днем весны и труда. Также глава Тувы отметил, что только созидательный труд поможет нашей Родине выстоять и стать сильнее. В праздничных колоннах в День весны и труда прошли кызылские труженики сельского хозяйства, здравоохранения, культуры, спорта, строительства, представители молодежных объединений и политических партий, студенты, педагогические коллективы образовательных учреждений Тувы. Столь масштабное проведение шествия стало возможным благодаря низким показателям заболеваемости ковидом в республике. 1 мая впервые в Российской империи отмечали в 1890 году в Варшаве. В советское время этот праздник был окрашен политическими цветами. Сейчас же этот праздник символизирует пробуждение природы. Поздравляю всех с праздником весны и труда. Хочу поздравить вас с этим замечательным, прекрасным трудовым праздником. И хочу сказать, что после пандемии, тем более такой праздник для народа, для граждан, это очень отрадно. И вышли в город все дружно поздравить друг друга. К поздравлениям присоединились также врачи, спортсмены и представители диаспор. Человек трудящийся
Трудящийся создает благо не только для себя, а создает для всех. Есть строители, строят дома, лечат людей, чинят машины и так далее. То есть трудящийся человек вообще развивает нашу страну. Труд – это прекрасен, труд всегда красит человека. И у нас в тувинцев есть народная пословица «Кюжа жилки, жнага астар». Еще раз всех поздравляю с праздником. Труд красит. Этот праздник, он очень знаменит тем, что это единственный праздник тогда, когда люди вот так выходят, представляют свои трудовые коллективы, представляют свои организации, свои министерства и так далее. Все улыбаются, поздравляют друг друга. Как приятно, когда есть возможности вот так просто от души поздравить друг друга, посмотреть, улыбнуться. Этим есть и мир, труд, и май. С праздником всех весны и труда. Праздничная колонна прошла от центрального городского парка по улице Ленина до площади Арата. Затем на главной площади города состоялся праздничный концерт. Инна Клаян, Буян Аюн, Буян Салчак, телеканал ТУВА-24. В Тодже открыли двухполосный мост. Теперь тоджинцы имеют возможность переправляться через Енисей в любое время года, не оставаясь отрезанными от большой земли в межсезонье. На открытии сооружения глава Тувы Владислав Хоулых отметил, что сейчас развитие строительства в Тоджинском районе будет более масштабным, облегчится его снабжение и доступность, в том числе туристическая. Первым делом займутся электроснабжением. Вторым таким же историческим значимым станет энергоснабжение Тоджинского Кажуна, строительство ЛЭП до Тарахема. Правительство России уже приняло это решение, и оно будет реализовано так же, как и решение по мосту через Большой Енисей. Впервые в Туве состоялся сольный концерт известного пианиста, народного артиста России, профессора Михаила Воскресенского. Маэстро исполнил произведения Моцарта, Скрябина и Шумана. С артистом пообщалась Инна Клаян. Начался вечер с произведений Моцарта. Также Михаил Воскресенский исполнил фортепианные сочинения композиторов Александра Скрябина и Роберта Шумана. Публика сопровождает выступление гостя бурными аплодисментами. Министр культуры и туризма Тувы Виктор Чикжит поблагодарил гостя за концерт. Отметил, что в Туве такое выступление впервые. Это, конечно, действительно очень в истории, можно сказать, что вот Воскресенский Михаил Сергеевич, вот сегодня пианист, наверное, в истории давно уже не было таких вот именно вот пианистов, да, он высокий класс, само собой, и мы наверняка уже давно не видели. Вот сегодня вот в рамках вот этой творческой школы мы пригласили, он дал свой сольный концерт. В зале аншлаг. Людмила Грехова, преподаватель фортепиано, пришла со своими воспитанниками. Для нашего города, для нашей республики это очень важное, знаменательное событие, которое является просто как глотком воздуха, глотком жизни. Михаил Воскресенский в Туве впервые. Он не ожидал такой теплой встречи зрителей. Публика совершенно замечательная, горячая, теплая и очень внимательная. Я понимаю, что мы играем ведь не для профессионалов, мы играем для любителей музыки, для меломанов так называемых, то есть любящих мелодию, мелодия. Вот. И наша идея донести вот тот образ, то чувство, которое композитор вложил в музыку. Поэтому мы, можно сказать, вторые композиторы. Концерт прошел в рамках творческой школы фестиваля Леонида Лунстрема. Инна Клаян, Буян Аюн, Буян Салчак, телеканал ТУА-24. Федерация карате Тувы организовала республиканский турнир «Своих не бросаем» в поддержку военной спецоперации на Украине. Тему продолжит Айдана Ховалык. В
Сегодня соревнуются и мальчики, и девочки от 7 до 15 лет. Айшат Магомедрагимовой 7 лет. Это ее первые соревнования и сразу победа. Я хотела быть пацанкой. Меня все обижали. Я хотела быть их сильнее, и я их наконец-то захотела побить. Поначалу, да, все болело тело, все болело, руки, ноги болели. Отжиматься это у меня сложное было. И садиться на шпагат очень больно. 7-летний Назар Алиев занимается карате с 4 лет. В своей весовой категории он тоже победил. Сам себя настраиваю, что говорю, что ты побежишь, все будет хорошо. Выиграешь всех. Ну так побеждаю. Мне нравится борьба и бокс. Все. Маваша и ура, разворот. Сначала маваша, разворачивается и разворот. И ура также разворотом. А соперник падает? Или что? Ну, я пока что это не применял. Так, тренируюсь пока что его. Дуржу Докперулу 11 лет, занимается карате с детского сада. Пошел по стопам старшего брата. Тренируется 3 раза в неделю. Он тоже чемпион. Выигрывает всегда. В этом году исполнится 16. Мы вместе входим в карате. Я хочу стать олимпийским чемпионом, прославить свою страну. Республиканский турнир по карате «Своих не бросаем» проводится в поддержку военной спецоперации на Украине. С малых лет детям прививают спорт и чувство патриотизма. Президент Федерации и его сподвижники ведут очень хорошую, такую планомерную и сплоченную работу по развитию карате в нашей республике. Сначала 90-х оно у нас взяла новый виток, можно так сказать, и с тех пор уже у нас этот вид спорта развивается. Наши спортсмены, наши тувинские ребята очень в таких единоборствах очень хорошо себя проявляют. Я думаю, что в скором будущем тоже у нас появится и Олимпия. Карате – это японское боевое искусство, система защиты и нападения. Этот вид спорта стал олимпийским в 2021 году в Токио. В Туве карате занимаются более 700 человек. Есть чемпионы России и призеры международных соревнований. Соревнования проходят каждый год у нас, несколько раз в году. Очень много спортсменов заявились, за 100. Спортсмен – это когда часто выступает, часто принимает в соревнованиях, у него закаляется дух. Спортивное общество всегда растет крепким, умным и, самое главное, патриотичным. Потому что они планируют всегда после каждого соревнования выходить на другой уровень. Российские соревнования, если выигрывают в российских соревнованиях, они представляют свою страну. И с детства им прямо даем понять, что они будущие представители своей страны, свою нацию, свою малую родину. Майские праздничные выходные в этом году очень насыщенные. По всей республике около 1000 различных мероприятий, многие из которых проходят в поддержку спецоперации на Украине. Айдана Холлу, Буян Мангуш, Буян Салчак, Тува-24. Это были новости на телеканале Тува-24. Берегите себя.